Здравствуйте, меня зовут Лия. В этом видео я покажу, как использовать встроенный в проектор режим белой доски для проведения занятий. Особое преимущество этого проектора в том, что режим белой доски доступен даже без подключения к компьютеру. Я могу запустить его с домашней страницы, где отображаются доступные источники сигнала. Можно начать урок. Внизу экрана расположена панель инструментов. Я могу ее переместить вправо или влево, так, чтобы она была мне хорошо видна. Теперь все элементы меню расположены здесь. Панель инструментов можно размещать в любом месте, исходя из того, какой рукой вы пишете – правой или левой. На панели инструментов я могу выбрать толщину линии письма, различную толщину текстовыделителя, а также геометрические формы, например, круг и различные цвета. А затем можно нарисовать круг нужного размера. Я могу все стереть ластиком, выбрать нужное с помощью указателя мыши, отменить выполненное действие с помощью символа со стрелкой и снова восстановить его, а также удалить все с доски. В комплект поставки этого проектора входят два стилуса – синий и оранжевый. Я могу назначить для них различные параметры. Например, я хочу установить для синего стилуса относительно тонкую линию письма и цвет синий. А для оранжевого стилуса я хотела бы напротив задать более толстую линию и выбрать оранжевый цвет. И напоследок я хочу сохранить опцию стирания ластиком. Для этого я просто касаюсь пальцем символа ластика и активирую ее для него. Теперь я могу написать что-то на доске. Эти слова написаны без ошибок. Но может так случиться, что мне нужно будет что-либо стереть. Для этого я просто проведу по доске пальцем и сотру часть написанного. Таким образом, можно удалить и все слово. Теперь я хотела бы поменять параметры стилуса. Для этого я быстро нажимаю один раз на кнопку, а затем и меняю цвет стилуса с синего, например, на зеленый, а также устанавливаю более толстую линию. Таким образом, ученики, работая вместе у доски, могут менять цвет и параметры каждого стилуса. И теперь я могу нарисовать зеленое сердечко. На некоторых уроках необходимо, чтобы на доске отображалось несколько страниц. Для этого имеется символ с изображением страницы со знаком плюс. Нажимая на него, я могу открыть до 20 страниц. Нажав на одну из стрелок, можно перелистывать страницы, перемещаясь вперед и назад. Либо можно закрыть текущую страницу, нажав на символ с изображением файла с красным крестиком. В режиме «Белая доска» доступны различные фоны. Можно выбрать светлый, темный и зеленый фон, а также различную разлиновку. Для проведения сегодняшнего урока я выберу разлиновку в виде нотного листа. Если я не хочу сохранять все изображение на доске, его можно удалить, нажав на символ с изображением 3 точек. Это откроет меню, в котором я еще раз подтверждаю, что все содержимое должно быть удалено. И интерактивная доска снова белая.